На повестку дня 7-го заседания Совета городского округа был вынесен широкий спектр вопросов, касающихся реализации основных положений послания президента Российской Федерации Федеральному собранию и посланию главы республики Государственному собранию Курултаю. Кроме того, была озвучена информация по мероприятиям, запланированным в рамках Года экологии, демографической ситуации, утверждении правил землепользования и застройки городского округа и многие другие. В частности, по реализации ежегодных посланий президента страны и главы региона особое внимание уделялось развитию экономики города. Работала межведомственная комиссия, которая в течение года провела 24 заседания. Более 1000 человек были легализированы в трудовых отношениях. Инвестиционной комиссии при инвестиционном полномочиям рассмотрено 49 обращений по курируемым вопросам, а также еще создан у нас Координационный совет по легализации трудовых отношений, сокращению нелегальной занятости, повышению собираемости взносов в государственные небюджетные фонды за счет сокращения нелегальной занятости в городе Сибай. Были проведены выездные проверки совместно с прокуратурой города. Народные избранники проголосовали за перечень мероприятий, запланированных в текущем году по охране окружающей среды. По словам первого заместителя главы администрации Сибая Ильфата Сафина, долгосрочными проектами станут реконструкция очистных сооружений комбината, строительство полигона твердобытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок и другое. Еще одна важная проблема, которая была поднята в ходе заседания, касалась демографической ситуации в городе. По итогам 2016 года рождаемость в России снизилась на 2,6%, в Башкортостане на 5,5%, несмотря на положительный естественный прирост. Это не просто цифры, за ними будущее поколение и будущее Башкортостана, отметил глава республики Рустем Хамитов на совещании с главами муниципалитетов по вопросам демографии. В основе такого падения рождаемости целый комплекс причин. Начали сказываться последствия демографической ямы конца 90-х, начала 2000-х годов. Единогласно депутаты поддержали внесение изменений в решение Совета городского округа о бюджете на 2017 и плановый 2018-2019 годы. Утвердили арендную плату за землю в городском округе и правила землепользования и застройки. Также были рассмотрены вопросы о порядке оформления прав пользования муниципальным имуществом, об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий, о стоимости услуг на погребение. Заседание Совета завершилось приятным моментом. Состоялось вручение почетной грамоты администрации городского округа главному архитектору Муниру Рахимову за многолетний труд и в связи с юбилеем. Также благодарственным письмом Министерства культуры Республики был отмечен депутат Совета городского округа Виктор Тюрин. Давид Фадеев, Айгуль Хамитова, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.